На базе нашего института когда-нибудь возникнут и курсы киргизского языка. Я думаю, что мы шли к этому. Институт русского языка – это не значит, что мы только за русский. Мы за два языка, за их полноценное развитие. В последние 2 месяца одной из самых обсуждаемых тем в Кыргызстане стала тема русского языка. Примечательно, что именно в это время на базе Кыргызско-Российского славянского университета начал работу Институт русского языка. О том, какие задачи он будет решать, мы поговорили с руководством института. Мамед Джакович, здравствуйте. Здравствуйте. Открытие Института русского языка при Кыргызско-Российском славянском университете явление логичное, да? Но почему именно сейчас его открыли, а не, допустим, много лет назад? Почему его раньше такого института не было, именно сейчас открыли? Я думаю, что мы шли к этому. Мы шли к этому, потому что Кыргызско-Российский славянский университет, я думаю, что один из флагманов высшего образования, русскоязычного высшего образования в Кыргызстане. И, конечно, когда здесь нет центра русского языка, нет института русского языка, создается как бы дисбаланс, что логически должно быть. Вся наглядная агитация, которая здесь представлена, она больше ориентирована на иностранцев. То есть это различные красоты Российской Федерации, и возможность, такой способ привлечь внимание к русскому языку и, может быть, как-то направить иностранцев в далекое путешествие по просторам Российской Федерации. То есть познакомить не только, потому что русский язык должен изучаться в связке с культурой, и мы должны знакомить иностранцев не только с русским языком, но и с русской культурой, традициями, историей и так далее. Про именно материальную базу, про учебники, откуда они, откуда вы их получаете, будет, естественно, пополнение вашего ассортимента. Да, к сожалению, мы пока это личный фонд Мамеда Джаковича, но методисты, которые с нами сотрудничают, они готовы предоставить нам свою литературу. Кроме того, у нас уже установлены дружеские связи с представительством Россотрудничества в Российской Федерации в Киргизской Республике, и они, я думаю, с удовольствием будут делиться с нами литературой, потому что гуманитарная поддержка входит в их обязанности. Общаясь с иностранцами, мы задавали им вопрос, почему они преимущественно приезжая в Кыргызстан, учат русский язык, а не киргизский. Они говорили, потому что нам проще общаться на русском, потому что здесь все говорят по-русски. Это как раз-таки проблема, о которой вы говорили. И, конечно же, нужно, наверное, создавать условия для того, чтобы иностранцы могли изучать киргизский язык. Может быть, на базе нашего института когда-нибудь возникнут и курсы киргизского языка. Это тоже очень важно, потому что билингвизм, наверное, это залог как раз-таки успешного развития киргизского языка, потому что давайте посмотрим нашу историю, с какого момента киргизский язык начал развиваться интенсивно. Это вторая половина XIX века, это момент, когда русский язык пришел в регион, и российские исследователи обратили свое внимание на киргизский язык, и начались такие полномасштабные исследования киргизского языка. И русский язык выступил таким серьезным научным инструментом изучения киргизского языка. Поэтому мы делаем акцент на билингвизм. Не стоит ограничиваться русским языком. Институт русского языка – это не значит, что мы только за русский. Мы за два языка, за их полноценное развитие.